Оказаться сегодня недавно мы проводили мастер-класс для преподавателей колледжа, которым все остались довольны. Наши девочки выступали в качестве преподавателей и мастеров. Да, наши преподаватели и мастера прекрасно справились. Они научились шить за промышленные универсальные машины. Буквально, сколько потратили? Минут 20 ушло на обучение, Катя? теперь производство поставлено на поток, к колледжу уже поступают заказы на изготовление. Единственный минус – не хватает рабочих рук. С 1 метра выходит 10 масок, а 1 метр 40 рублей стоит. Плюс нитки, плюс резинка, плюс работа. Материал организовали пока за свой счет. Но буквально позавчера звонили нам из Министерства промышленности Республики Татарстан, и в дальнейшем они будут обеспечивать уже. В Нижнекамске колледж с подобной специальностью единственный. Теперь на них двойная нагрузка. Но и другие города не дремлют. Так в Альметьевске компания «Татнефть», малый бизнес и жители города объединили свои усилия, чтобы помочь региону справиться с эпидемией. Нефтяники предложили местному ателье бесплатно заняться производством масок, тем самым восполнив их нынешний дефицит. Материалы для изготовления «Татнефть» предоставляет безвозмездно. Так как, в принципе, мы все знаем о существующей проблеме этой пандемии, которая сейчас свирепствует в мире, я решила тоже, что могу быть причастным. Готовые маски пройдут обязательную дезинфекцию, после чего поступят в аптеки, городские больницы и поликлиники. Волонтерам, желающим внести свою лепту в производство, нужно заполнить анкету на сайте Татнефти в разделе «Социальная политика». А тем временем в Казани в несколько раз увеличилось производство антисептиков. На заводе отметили, что цена останется доступной, ведь производство наше, татарстанское. Нарастили наши объемы до 6 миллионов, то есть 10 раз. И на сегодняшний день, меняя технологии, делая ее более совершенной и наращивая мощность производства, мы готовы выйти на 15 миллионов. Пока крупный бизнес помогает населению, население, в свою очередь, продолжает надеяться на себя. В городе Мамадыш педагоги Дома детства и юношества проявили чудеса науки. Стали не шить, а вырезать маски с помощью лазера. Впрочем, еще одно ноу-хау предоставили российские ученые в тандеме с японскими. Мы находимся около Казань-Экспо. Именно он станет площадкой для новой тест-системы на коронавирус. Что интересно, его представители отказались лично встречаться с нами, потому что решили минимизировать вообще любые публичные контакты. По той же причине нас не пустили ни в здание, ни на его территорию. Планируют запустить тест-систему где-то в апреле. Его разработчики утверждают, определять вирус в организме система будет в течение получаса. Выглядит как чемоданчик, достаточно удобный для переноски, который содержит все необходимые компоненты, элементы для проведения экспресс-теста. Это уникальная, лучшая технология, одна из лучших точно на сегодняшний день в мире. Это связано с тем, что чувствительность и специфичность составляют аналогично и соответствуют соотносимо с ПЦР, то есть полимеразной цепной реакции, которая является самой точной на сегодняшний день в мире. А скорость
проведения теста в несколько раз быстрее, чем ПЦР, и не требует специального оборудования, а вот такое мобильное, портативное. Именно татарстанское производство запустится в августе. Пока же остается только следовать советам врачей, не пренебрегать гигиеной и взять ответственность на себя, в собственные руки. Только не забудьте перед этим их обработать. Диляра Исупова, Андрей Мохов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.